Здравствуйте, добрый день, уважаемые зрители канала Культурного центра Рухордо имени Чингиза Таракулыча Айтматова. Меня зовут Айназик, я являюсь гидом 2017 года. Сегодня в рубрике «Полезно, интересно и коротко» хочу вам рассказать о любимом городе, о столице Кыргызстана, городе Бишкек. Давайте начнем. В мире существует около 50 тысяч городов. 4500 из них имеют население свыше 150 тысяч человек. В Бишкеке проживает около миллиона жителей. В мировых рейтингах Бишкек занимает 30 место как инновационный город, 210 как лучший город для проживания, а также Бишкек входит в список самых романтичных городов в странах СНГ. Итак, Бишкек – столица Кыргызстана. Он является главным политическим и экономическим центром. Расположился он на высоте 750 метров над уровнем моря, в центре Чуйской долины у подножия Кыргызского хребта. Общая площадь города Бишкек около 160 квадратных километров, которые залиты солнцем в среднем 322 дня в году. Итак, что касается истории, то история города Бишкек начинается с 7 века. Когда-то здесь было поселение Джуль, больше известное как Кузнечная крепость. Остатки Кузнечной крепости были найдены на территории современных улиц Джибекчолу и Ибраимова. В 1825 году на месте Кузнечной крепости организовали Каканскую цитадель Бишкек, в котором находился крупнейший военный гарнизон. Вскоре после того, как Каканская цитадель была разрушена полностью, из крепости не осталось ничего. Она долгое время передавалась из рук в руки, и только в 1864 году на ее месте установили казачий пикет. Вскоре на территории стал разводиться базар. Территория начала увеличиваться до размеров поселения. И таким образом селение унаследовало название Бишкек. В 1878 году в селение Бишкек перенесли административный центр уезда, и оно стало город Бишкек. Город стал быстро развиваться. После Октябрьской революции его переименовали в честь выдающегося советского военачальника Михаила Фрунзе. Бишкек стал Фрунзе. Так, во времена Советского Союза, начиная с 1936 года по 1991 года, город оставался столицей Кыргызской ССР. И только после распада Советского Союза в 1991 году, а именно 1 февраля, Фрунзе переименовали в Бишкек. На самом деле существует очень много версий об этимологии города. По одной из версий известно, что у нас на территории проживал герой в XVIII веке, и звали его Бишкек. Некоторые же утверждают, что это просто созвучие слов Бишкек, Бишкек. А вы как считаете? Итак, с историей, с названием города Бишкек мы с вами разобрались. Давайте теперь поговорим о названии улиц нашего города. Для обозначения улиц используют географические названия или же данные известных личностей. Среди географических названий есть такие улицы, как Московская, Чалдаварская, Советская, Киевская, Харьковская и другие. Улицы, названные в честь зарубежных выдающихся личностей, к примеру, улица Ауэзова, в честь казахского, она была названа в честь казахского писателя Мухтара Ауэзова, улица Горького в честь русского писателя Максима Горького, улица Дэн Сяопина, названная в честь китайского реформатора Дэн Сяопина и так далее. Улицы, названные в честь кыргызских деятелей Разакова, в честь первого секретаря Центрального
комитета Компартии Кыргызской ССР Исхака Разакова, благодаря которому были построены тоннели на магистрали города Бишкек-Юаш, благодаря которому была построена Академия наук, которая по сей день действительно театр оперы и балет и многие высшие учебные заведения. Улица Ованбаева носит имя прекрасного музыканта Атая Ованбаева. Улица Шапокова. Она была названа в честь героя Советского Союза Душенкула Шапокова. Итак, по данным Бишкекского городского управления градостроительства и архитектуры известно, что у нас в столице есть 1753 улицы, и половина из них расположены на новостройках. И каждая из улиц имеет свою историю. А вы знаете улицу? Точнее, а вы знаете историю своей улицы? Обязательно поделитесь, нам будет очень интересно. Спасибо вам огромное за ваше время. Всего вам доброго, до новых встреч.